Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Загадай мужчину и узнай, как ему живется без тебя. Пожалуйста, если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на своего мужчину, представьте, назовите по имени, мысленно либо вслух, обратитесь к нему и задайте свой вопрос. Как же тебе живется без меня? Что происходит, да? Что чувствуешь, что думаешь? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Тут у мужчины что-то странное творится. Странное и непонятное в жизни. Бутылочка присутствует. Сразу показал, да? Решил не скрывать. Так, мои милые, вы все у меня разные. Кто-то на мужа загадал, который где-то в командировках мотается. Кто-то загадал на мужчину из интернета, с кем вы общаетесь, переписываетесь. Кто-то загадал на бывшего. Да, все разные. Но вот мужчину мне показали такого шального немножко, шального. Мне вообще идет информация о том, что вы были вместе. То ли муж, да, который сейчас где-то находится, а вы в другом, например, месте, то ли бывший. Но вот если на интернетного загадали, это не ваша будет отсыпка. Вот, ну прям не оно, да. Здесь показывают мужчину, который в моменте, когда вы были вместе, прям очень сильно хотел вырваться на свободу. И он такой думал: о, оторвусь, да. Вот как только меня там в командировку пошлют, либо там на вахту поеду, либо там в рейс, да, вот это я оторвусь, вот это я там гульну. Такие мысли сразу, картинки. Вот, ну, либо если вы куда-то уезжали, может быть, да, он такой думает: о, поскорее бы, да, хочется свободы, хочется, полной грудью дыхнуть. В общем, у него такие были ожидания, вот такие яркие, фантастические. Он такой думал: о, друзей позову, там, сауна. В общем, вы поняли, да, вот прям все себе позволю, да, такие мысли были. В общем, вы расстаетесь. Этот мужчина, значит, с головой ныряет во все тяжкие, честно говорю. Да, сейчас всю базу спалю, но тем не менее, вы зашли, вы имеете право знать, да, это ваше право знать. Он нырнул во все тяжкие, где-то вот его хватило, там, может, на неделю, пару недель. А потом вот какое-то дикое чувство одиночества. И он такой: блин, где она? Я хочу к ней, я хочу там ее вкусняшку, я хочу ее объятия, я хочу заботы, кто обо мне заботиться будет. Я типа к этому не приспособлен, либо мне так хочется, чтобы обо мне позаботились, чтобы вкусную еду приготовили, чтобы там постирали мою одежду, чтобы приготовили мне одежду, чтобы я вот не приходил и волк ко мне выл. Ну, судя по всему, он так хорошо погулял, что у него даже, возможно, печень начала болеть. Да, вот уже алкоголь этот не лезет, эти друзья уже все противными, да, противные рожи, никого видеть не хочет. Ну, а по поводу, например, там, противоположного пола, вот не лежит душа. Вот хотите верьте, хотите нет, душа не лежит. Такая дикая тоска по вам идет. Вот хоть волком вой. Может, и воет, может, и воет. Вы там у соседей у его поспрашиваете, если есть контакты. Да, прям тяжко стало.
Вот какая-то вещь у него ваша есть. Вещь, вот он ее то нюхает, то с ней спит, то на себе носит. Может, это какой-то платочек, шарфик, а может быть, даже какой-то элемент вашей одежды. Вот прям эта вещь уже такая вот замацанная, да, он ее прям везде с собой. Эта вещь ему прям, ну, как вас возвращает, да, либо возможность, я не знаю, вас почувствовать, да, что-то у него есть. Как он переносит разлуку? Плохо, девочки, очень плохо переносит. Но вижу, что эта разлука идет ему на пользу. С ним очень хорошие трансформации происходят именно сейчас. Вот от вседозволенности, от вседоступности этот мужчина шалил, как сходил с ума, жиру бесился, обычно про таких говорят. Может быть, он не ценил вас, может быть, не давал вам то, что должен давать. Ну, заботу, ласку, романтику. Вот, ему казалось, что вот никуда вы от него не денетесь, да, тем более, если вы семьей были. Ну, типа, уже все, да, уже моя, никуда от меня не денется. А тут на тебе, вот так пришлось расстаться. Еще мне идет, что это какое-то прям долгое расставание. По крайней мере, он так показывает, что много времени прошло. Может быть, ему там один день как за год идет, да. Вот настолько ему плохо без вас. И еще ему не хватает каких-то разговоров, которые были между вами. Может быть, он чем-то с вами делился, а вы ему там советы давали, либо просто его выслушивали. А может быть, вы его и учили постоянно, да, какие-то там лекции, нравоучения, воспитания. Вот ему этого сейчас очень не хватает. В свое время он прям не ценил, не любил, либо считал, что это прям какая-то пустая трата времени. А сейчас он такой, блин, руку отдаю, да, причем правую, вот лишь бы это вернуть. Плохо, плохо, ему плохо. Меняется ваш мужчина, которого вы загадали. Из него, вот как дурь выбивается. Дури лишается, становится нормальным, полноценным мужиком, умеющим ценить свою женщину, умеющим ценить любовь, семейные ценности, семейные узы и вот то, на чем держится мир, да, отношения между мужчиной и женщиной. Вот. Здесь разочарованный мужчина, разочарованный именно в разгульном образе жизни. Видно, настолько в тяжкие ушел, что прям с перебором, с нахлестом пошло. Не пьет, давно не пьет. И даже не тянет. И даже кого-то воротит. И он такой, фу, пить нет, не буду. Все, печень мне этого не простит. Выплюну. Да, вылезет из меня моя печень и уйдет кому-то другому. Да. Погулял, конечно, погулял. Судя по этим рисункам, мало что помнит. Там, скорее всего, это поросячьего визга было. И если вы переживаете, что он вам изменял, извините, в таком состоянии, я думаю, что это было просто физически невозможно вам изменить. Да? То есть настолько вот он упивался, что лежал, там, не знаю, поленом, бревном, чем он, камнем. В общем, не до этого было, не до этого. Там его, возможно, кто-то буцал, возможно, где-то он там валялся, но не до этого ему было. Абсолютно не до этого, да. Так, а если на бывшего смотрите, может быть, и было что-то, но в памяти у него это не сохранилось. То есть я не могу сказать, что он там с какой-то женщиной, и там он мог сравнить, либо какие-то мысли были. Он этого не показал. То есть, да, в памяти не сохранилось. Другие женщины ему не интересны. Да и нет их рядом. Мне почему-то кажется, что он где-то находится в таком месте, где не особо много женщин есть. Вот нету. Либо они его стороной обходят. Думаю, это алкаш вонючий, да? И стороной его обходят. Видно, видели, как он там гудел, гулял. Хотите верьте, хотите нет, но именно так и показали. Вот ангела его показали. Ангел-хранитель прям с палкой в руках слезы льет. Льет слезы о своем подопечном, да, вот как докатился до жизни такой. А палка в руках, наверное, для того, чтобы его проучить. Да, может быть, чтобы глупости из него выбить. Может, какой-то действительно момент воспитательный проходит. Вот он, видите, стоит его ангел. Да, не сладко, не сладко. Ему не сладко. Но с другой стороны, я вижу вас. И вижу, что вы как за ним подсматриваете. Возможно, у вас есть осведомитель, информатор. Да, возможно, у вас есть способ получить о нем информацию. Возможно, вы тоже подсматриваете в его соцсети, хотя не думаю, что в таком состоянии он их может вести. И также, вот как говорите вы о нем с кем-то,
разговоры идут. Но вы как-то легко воспринимаете разлуку. То ли вы понимаете, что встреча неизбежна, то ли у вас настолько хороший информатор, который вам прям четко базу сдает и прям по часам, да, вот его день расписывает, что вы особо не волнуетесь. Да, вы тоже о нем скучаете. И да, вы хотели бы быть вместе, но вы головой думаете, понимаете, что, например, сейчас это невозможно, да, что он там на работе, либо, ну, вот такие обстоятельства, мы не можем быть вместе. Вот как-то так мне идет. За время, пока вы не вместе, у вас, значит, стрелка вверх пошла, то есть у вас что-то в жизни улучшилось. Может быть, вы к себе по-другому начали относиться. Может быть, действительно времени больше на себя стало уходить. Там себя балуете, какие-то уходовые моменты появились, которых раньше вот просто банально не было из-за того, что времени не хватало. А может быть, он вас жестко контролировал, и вы там боялись, например, какие-то суммы на себя тратить. В общем, мне идет, что вы сейчас больше собой занимаетесь, и у вас реально стрелка вверх пошла. А у него получается, что все упало, да? Даже стрелку не показали. У вас показали, а у него нет. И еще мне показывают, что вы с кем-то флиртовали, либо какое-то вот общение, да, с противоположным полом было, и что вам прям так вспомнился ваш вот этот загаданный, и прям почувствовали, да, что все-таки ваш загаданный, каким бы он ни был, он все равно ваш. Ну, а может быть, какой-то мужчина вам предлагал там, ну, пообщаться, на свидание сходить, а вы такая, ну нет, я не пойду, да, у меня там есть свой, пусть и немножко не в лучшей форме, да, не самый идеальный, но типа есть. Так, дорога, расстояние. Но ваши дороги сходятся. Ваши дороги сходятся, и у вас еще встречи точно будут. Ну, либо общая жизнь будет, и так можно прочитать. Время еще немножко пройти, и встреча точно будет. Еще мне мужчину такого показывают, красивого. Вот он преобразится, он прям будет стараться перед встречей, да, перед свиданием, перед возможностью вас увидеть, прям себя там как ванный день устроит, да, приведет в порядок. Прям весь такой лощеный придет, прям нализанный, начесанный, пахнуть будет хорошо. И не с пустыми руками придет. Этот мужчина в следующую вашу встречу, вот именно личную встречу, когда вы вместе в глаза друг другу смотрите, он вас дважды очень сильно удивит. Дважды. Я не могу сказать чем, я не могу сказать как, но вы явно будете в шоке. 2 раза подряд. Может, к этому времени он уже как перебесится, да, может быть, уже полностью пройдет свою трансформацию, сформируется и действительно выдаст именно то, о чем вы всегда мечтали, то, чего всегда хотели. И вот знаете, почему говорю про трансформацию? Здесь показано, что вот это событие между вами, что вы расстались, ну вообще ситуация в целом, она как судьбой была прописана. Это не просто так случилось, это случилось во благо вам и во благо мужчине. Да? Возможно, нужно было пережить это расставание, разлуку, либо эту паузу для того, чтобы до мужчины дошло, чего он хочет, с кем он хочет, как он хочет, ну и кем он должен стать. Понимаете? И вы тоже, возможно, должны были что-то переосмыслить, может быть, отношение к себе улучшить, может быть, даже в какой-то степени лишить, да, этого мужчину себя, для того, чтобы поменять его отношение к себе. Да, может, это все даже на подсознательном проходило. Вот, встреча будет. Вот в самом венце она показана. Будете смотреть друг другу в глаза. Личная встреча. Ну и готовьтесь к тому, что дважды мужчина вас очень сильно удивит. Удивит так удивит. Небывалые впечатления у вас будут на этой встрече. Ну, а дальше уже само время покажет, да, как у вас там сложится. Дорожки сойдутся, по-любому сойдутся. Тут замысел судьбы показан. Вот изначально до конца, да, идет замысел судьбы. Свести, развести, свести опять. Ну, а дальше будет видно. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.